Сегодня мы, работники Центральной районной библиотеки, встречаемся с одним из лучших наших дочерей нашего района, с Александрой Осиповной. Александра Осиповна родилась... Родилась я в Томской области, Чаинского района, в 1939 году. И вот она приехала в нашу Якутию после окончания Томского училища, переехала в 1957 году в Якутске, а в наш район переехала в 1961 году. Нет, сразу в 1957. В 1957. Там распределение было, и нас сюда отправили. С 1957 года она безвыездно и бессменно работала в нашей аптеке. Сколько лет? До 90-го года. До 92-го. До 92-го года. И за эти годы, как она работала, ее соратники, ее работницы все рассказали о ней. Мы сейчас хотим с ней провести беседу как о человеке. Когда вы, Александра Осиповна, переехали, первое впечатление от нашего района, от деревни Якутской? Приехала я в августе 1957 года. Деревня показалась маленькой. Мы, значит, летели до Вилюйска на большом самолете, от Вилюйска на маленьком. Порт был на том месте, где сейчас стадион и 8-летняя школа. Туда прилетели. Встретила меня тогда управляющая аптеки Бутуханова Екатерина Игнатьевна. Привела. Дома все такие были маленькие, большинство без крыш почему-то. Сказали, что здесь мало выпадает дождей. Потому. Потом поселили меня к Круфову Александру. Там я жила. Потом жила у тети Кати Николаевой. Очень славная была женщина. Относилась ко мне так тепло, по-матерински. Когда я очень скучала, она всегда говорила: не плачь, Саня, вот выдадим тебя за якута замуж. Ну и правда, в 1959 году я познакомилась с Николаевым Семеном Григорьевичем и вышла за него замуж. У нас 4 детей, 2 из них шофера, старший сын и самый младший. Доченька кончила оптико-механический институт в Ленинграде, так и осталась там. В Ленинграде? В Ленинграде. В Ленинграде живет, замужем, но детей нет пока. Нет детей, нет квартиры, вот поэтому она говорит: не спешу еще, что еще потом буду заводить детей. Один сын учится в Томске, он женат, у него ребенок, жена с ребенком у нас сейчас, а он сейчас продолжает учебу, нынче должен закончить. У старшего сына 2 детей, жена Табуйская Валентина Иннокентьевна, работает в магазине кулинарным продавцом. Семен Григорьевич сейчас на пенсии, помогает нянчить маленького внука. Ну вот. Поднимаете своих детей и внуков. Да, теперь уже Гришенька работает шофером на электростанции, самый младший, вот сейчас он наша поддержка и опора. Вместе живете? Вместе живем, А Коля, хотя и отдельно живет, но тоже не забывает нас. Дрова, лед, это все, как говорится, на его шее. Александра Осиповна, вот вы стали почетным донором, это давно уже стали. И сколько, вот раньше первая кровь, как говорится, считалась универсальной. Всем давали? Всем давали, да. В то время вы сколько давали за год? Ну, за год литр, наверное, литр 200, может быть 1,5 литра. Так что учет никто не вел, мы сами тоже не записывали, да, не вели. Я сдавала кровь, Зоя Васильевна Никифорова, она тоже работала в аптеке. Совсем молодая, она еще младше меня. И тоже сдавала наравне со мной сдавала кровь. И сколько почетных доноров по району? У нас сейчас, по-моему, 5. 5. Это Гаврил Иванов, Зоя Васильевна Никифорова, Галина Пелагейкина, я и один Андреев Толя.
Ага, вот 5 почетных доноров. И вот стали почетными донорами. Какие-то льготы, какие-нибудь льготы для вас есть или нет? 50% за лекарства. Мгм. Ага. Ну, без очереди в больницу там, путевку, Лечение без бесплатное. очереди. Вот насколько бесплатно, вот этого не знаю. Знаю, что только 50% стоимости лекарства. А больше вроде таких особых льгот нету. Мгм. Мгм. И еще я хотела бы спросить, вот это у вас вторая, как говорится, Да, профессия или да, как? да. Так случилось, что, в общем-то, должно было быть сокращение в аптеке. Нас, как говорится, людей пенсионного возраста уже много было. Ага, и, в общем, девочкам трудно было бы выбирать, кого сократить. Мгм. Им бы трудно было. Понятно. Всем хочется всех оставить, никому не хочется сказать, вот давай ты уходи. И поэтому, как говорится, я пошла им навстречу. И пришла, в общем, в больницу к Ирине Николаевне и сказала, возьмите меня куда-нибудь на работу. Ага, от медиков не хочу уходить. И Ирина Николаевна предложила мне вот старшей сестрой где-то в санаторий пойти. И я сначала как-то боялась, сказала, что все-таки я не медсестра. Она сказала, что, ну, в общем, познакомишь. У меня как раз был отпуск, и я пришла. Пришла сюда, думаю, ну, во время отпуска. Ага, попробую, если получится. Ну, 2 месяца работала, ничего. В коллективе меня здесь тоже приняли хорошо. Здесь такой дружный, слаженный коллектив. Люди работают давно. Такие медсестры, как Тарасова Мария Петровна, как Танечка Семенова, Александра Петровна Кузьмина. Вот. Ну, вообще, хороший коллектив, слаженный. Ага, старые работники, такие как Ирина Пудовна Инитова, давно работает здесь. Мария Игнатьевна Яковлева, посудница работает. В общем, встретили меня хорошо, нормально. Я уже осенью будет 4 года, как я работаю здесь. Александра Осиповна, вы стольких людей, вы даже счет не вели, наверное, считать им даже невозможно, потому что скольких людей вы спасли, кто-нибудь вам... Самое главное, что нам не говорили, кого мы спасаем. Мгм. Нам не говорили, поэтому я не знаю. Ну вот, единственное, что знаю Ирину Николаевну Золотареву, она всегда как-то тепло относится ко мне. Даже подарок однажды сделала, хотя мне было очень неудобно. Но как те люди, которые получали ваши кровь сами, кто-нибудь с благодарностью вам теплые слова сказал или нет? Может быть, им тоже не говорили, кто дает им кровь. Мгм. Как-то, видимо, это не принято, что ли. Ну, однажды встреча была, цветы поднесли. Ага. Так что... И Тюляхова Анна вот мне сделала хороший подарок. Она мне сшила унты. Ой. Это было просто ужасно. Я так стеснялась. Даже неудобно стало. Да, да. Понимаете, она мне... И я как-то сама никогда не хотела этого. Думала, у меня очень руки большие. Саша, вот вы по национальности русская. Вы Да. переехали в наш район. Там в то время и сейчас у нас на русского на Якутане смотрят. А вот в больших городах уже различают, стали различать, что мы русскоязычные, что мы русские. Вы сейчас Я никогда как вы этого... понимаете в этом отношении? Я даже не знаю, как же я могу, в общем, отделить себя. У меня муж якут, у меня дети якуты, все они в паспорте записали, что они якуты, все они знают по-якутски, разговаривают, когда домой, вот, например, собираются дома, да, с отцом они по-якутски. Раньше в молодости папа с ними по-русски разговаривал, а сейчас они все время по-якутски разговаривают. Единственная вот моя беда, я не научилась по-якутски говорить, о чем очень сожалею. В молодости как-то вроде как не было такой надобности, все говорили по-русски, все собрания проходили на русском языке, как-то вроде надобности такой не было. Ага, ну и я оказалась неспособной ученицей. Так и не научилась, так немножко понимаю. Но таких разногласий у меня никогда нет. Я никогда не выпячиваю себя, что вот я русская, а вы вот якуты. На этой почве у нас никогда не было никаких ни разногласий, ни раздоров, ничего. У меня везде хорошо. Нет, понимают, вообще везде. я спросила в
таком масштабе вне нашего района. Вы это воспринимаете? Как Вы воспринимаете, знаете, когда они говорят, что мы русские? я мы как-то обижаюсь на это, Мгм. что раз мы здесь живем, почему нужно так обособляться, почему нужно... Мы как-то все вместе, в общем-то, не знаю, мне, например, это не нравится, когда они вот хотят какую-то русскую общину создавать, когда хотят, в общем, как-то... Мы знали вас как Александру Осиповну, Сашу, а вы знали нас как Ольгу, да и Да. так. Да. Как человек человека мы знали друг друга, не различали. А сейчас Да. какое-то различие, вот такой, грань какую-то искусственно хотят ставить. Мне это не нравится. Вот своим, что бы вы пожелали людям района, Ой, жителям конечно, района? здоровья, во-первых, счастья, благополучия и терпения, чтобы это вот плохое время прошло бы. Мне кажется, все-таки мы будем жить лучше. Сейчас очень тяжело, очень трудно. Всем трудно. Трудно в материальном отношении, трудно в моральном отношении. Но мне кажется, что наступит время такое, и мы будем жить хорошо. Всем Придет здоровья, светлая всем... полоса. Да, конечно. Ага. Всем счастья, всем благополучия. Ну и дружбы. Дружбы. Самое главное дружбы, чтобы не противопоставляли себя так. Вот я якут, а ты русский. Давай на кулаках доказывать. Вот. Все, спасибо, Александра Осиповна, за нашу беседу. Желаю вам счастья, здоровья, всем вашим внукам, всем детям, семье, Спасибо. успеха в работе. Спасибо. Спасибо. И вам спасибо. Александра Оғуковна жетін керген еркелем бүгін. Жетін жанын күтті білсе жабыт. Кені кергені hemen кергелебіз Николаев. Бәйті бұл орыйон төрі толықтауға. Өркөт нәхилегер мұған деналаска. Чараста аяғатын ұғыттан төріттәғ ұстақ кехі. Hemen кергелебіз бәйті бұл урут баңнайгы хылларга үлетен хагалырыгар тутууга үлеләбите устрой участок тутутуга онтан кенники хылларга лесавиацияга өр сылылы үлелән онтан пенсия атагаста сәмен киргелес билигин же бу жонноргун бу жекергеңин бия кыратык билигиннер Jotan bu men behetiyor da olaqpı. Ondan ulaqamız bu ola jeter ödükçolara bu olarak kine o pari etne. Kine soğulaqtar olaq istaktar. Kanöleli hicri Kine bilgen kimete Büyük stroy. Onda bullana bu üç oğlaqpın. Ondan ulaqanlara ola İkisi olun Alexander'den tutu Irar bu yıl bitireddi ürünlerinde beni kerkenna ete bu oğuta bolarar ola kerkenna Alisa bolarar kine historik ürakta uçuta bitiren diplomunu olan kalan olarar ola kerkenna bu vale bolarar öyle ite. Ottan hame kutuyu oğun bu Grigori bolarar fokpar kine elektristansiya öyle değil. Bileni şöyle dedi hiçer. Almaya falan kalbite böyle bolelik. Ottan bir köyüm Leningrafka optika mekaniçeskay institutu bitiren onunla ülelerini henüren bileyin yok. Onunla olarak. Şöyle olarak. Bilin kerjana orang huak maka kerjana wilaan betul letiar kanara bar bicarana Alexandria diom korakan na barang bilin orang bilin itinan bollana Astaja kasihan nakani asian dalam bollana alyoka bu saska wolorat
Это племянник их. Ne bilmiyorum. Двоюродный брат. Сережа. Bir senin eti olarak. Это Çabarta 3 senin hakkında. Это İşte. Bakar işte. Hemen gelevi sonradan ya bu men bilir binen bulçukun, balık sıkın, onunla illen bir yemen ota bultuğun, balıktığın, oltağından tuğunan jarıktanar bolan eciyen ihiger. Otta ulahan tuğtanın diyen dergim bu. Ota urut. Urut tane çalahan bu koyun bu atanan. Ulahanlık tuğundan da anı tipten tuğtabatam. Onu hücür bu hep giretim. Ebere daktine. Onu bu oraya vafarım lenya kırtığın rahatsızlar. Onu tuğtabatam. в детском мире висела картина. Onunla mahallan uhalağın. Onu mahallan. Ota bu. O şeyden jet tutar. Oğulların yan kurdu kuhanar oğun bar de biremit. Tu koyalım bu besin adasını tuttular sep. Onu bu yükselttim bilken inler bu. Teknika. Onu tuttular. Ottan bu girişen baldan bu aracı teknik ne inler. Onu animasyon. Ya передача мора хеджабит. İyen beyen de bilirim bu kara budaydını bu olasılıkta tehela kanun veren tehela kehine kıyla vakıda bildi ve ki olarak dela dağını esasır başvapına donara bu budu. İyen tuhu garca tuhu etiyene teyatsan. Niye verattan kırcıvatın yanıtı. Çünkü doroğay buldu. Aha. Bulundu bulardı. Korup bilini gıpta hırıttın. Elbahsiyenin bu siyenlere dolatan hatıra balara ne oğlum yani. Oğlum ulakanı oğlum öntürdü buldu. Oğlum. Köyüm 12'de buldu. Ulaktı. Ayak sığının emiye. Aça, o sebep olur, o sehelliğe sebep olurlar, bakara. Ha? А между прочим, Коля сам донор. Коля ведь тоже у нас донор, только он еще не почетный, но все еще впереди. Коля тоже сдает кровь. Ha? Barıgıtıgar, jovla oloğu, uhun da rubiyeni, bakara. Когда до 50-летия, со золотой свадьбы доживем, тогда расскажем. Нет, это со дня приезда. А 40-летие в 59-м. Нет, это не серебряный. Серебряный 25. А вот 40 лет. Он у нас, видишь, может переснять, господи. Ну, если они задели.